Мария Дурбайло, известная как Мария Куимжу, именно под таким псевдонимом некогда выходили в свет некоторые ее рассказы и стихотворения. Об этом рассказала руководитель библиотеки, где прошла встреча Василиса Танасоглу, рассказывая биографию Марии Ангеловны. Мария Ангеловна Дурбайло родилась и выросла в селе Тамай Чадарлунского района. Здесь же она проживает и сегодня продолжает творить, писать, сочинять стихи. Она надеется издать еще один сборник гагаузских народных сказок «Масал», записанных ею, но еще не опубликованных. Я обязана работать, и работать, и работать. Вот такие вот наши. А что касается материала для творчества, для исследования, поэзия от меня не уходит, она постоянно со мной, но я не обращаю внимания, потому что есть вещи поважнее. И эти вещи требуют выложить на бумагу, изложить, передать, сказать. Растет поколение, и не одно поколение. И я задумываюсь, как и все задумываются, а что мы им оставим. Говоря о трудах Марии Дурбайло, гагаузский писатель, исследователь и ученый Степан Булгар отметил, что ее вклад в сохранение фольклора очень велико, и это стало заметно спустя многие годы. Некогда тоpladı folklor. Yölçmedim ama biz de akademide toplandıydık. Öyle çıkarıyla hani bilim adamları, Vitaly Sırt'ta, Diana Nikolova, Petr Çebatar. Hani Moşkov'dan sonra bu kadar folklor kimse toplamadı. Bu folkloru ölçtüğüyle, hesapladığıyla çıkıyor yani o toplama folklorda o bizde oluyor birinci. Elbette öyle değil hani bizi öğretti. Büyük işler uzaktan görünüyor. Şimdi bütün onun zenginliğini, hazinesini lazım yavaşçık sökme. Orada var çok işler hani lazım bilim uğrunda inceleme. Где бы Мария Ангеловна Дурбайло ни работала, ее истинным призванием, которое началось как увлечение, а с годами превратилось в профессиональную деятельность, всегда оставалась фольклористика. Даже придя работать в Академию наук Молдавии, как раз где создавался отдел гагаузоведения, у Марии Дурбайло уже был большой объем фольклорного материала, который она принесла с собой. Они представляли собой огромное количество магнитофонных бобин с аудиозаписями, а также кипы отпечатанных на машинке листов. Это была расшифровка записанных ею фольклорных текстов, вспоминает Петр Чеботарь. Я считаю, что она внесла в гагаузоведение огромный вклад, жертвуя своим благополучием, своими какими-то удобствами бытовыми, семейными. И оставила очень хорошее, ценное наследие. И самое главное, кроме того, что она и рассказы писала, стихи писала на гагаузском языке, ее книга рассказов вышла в свет под редакцией нашего известного писателя Николая Бабогла. Но самое главное, на мой взгляд, что осталось из ее наследия, это гагаузский фольклор. Тексты, которые сейчас уже очень сложно найти, потому что они уходят поколения. И Мария Ангеловна, вот какое-то интуитивное чувство ее толкало, что все это зафиксировать и оставить для наших потомков. Марию Ангеловну Дурбайло можно по праву назвать еще одной истинной дочерью гагаузского народа наравне с ее коллегой и выдающимся научным деятелем Марией Васильевной Маруневич. В Гагаузе есть кем гордиться и, безусловно, есть на кого равняться. К такому выводу пришли участники встречи с Марией Дурбайло.